Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на нашем уроке и хочу пожелать вам хорошего настроения на весь день. Начинаем наш урок. Я надеюсь, он будет плодотворным и интересным. Тема урока «Я вернулся с победой к любимой земле». Сегодня на уроке вы узнаете, что такое сравнение и сходство. Вы сможете находить причастный оборот в тексте и составлять биографию и автобиографию. Урок начнем со слов Олжаса Сулейменова. На все вопросы не нашел ответа, но людям я не лгал. Что имеет в виду автор, мы узнаем, прочитав продолжение поэмы «Земля, поклонись человеку». Ребята, посмотрите на таблицу дескрипторов. Ваши знания будут оцениваться по этим критериям. Максимальный балл 12 баллов. А сейчас посмотрите презентацию и скажите, какая тема объединяет эти фотографии, вырезки из газет и даты. Какую информацию вы можете предоставить нам? Подумайте и скажите. Так, кто хочет отвечать? Можно я? Так, Еркная, пожалуйста, слушаем тебя. Здесь Олжас Омарович Сулейменов, поэт, писатель, общественный деятель. Родился 18 мая 1936 году в городе Алма-Ата. И Юрий Алексеевич Гагарин, летчик-космонавт. Родился 9 марта 1934 году в селе Новоселово. В селе Новоселово. Хорошо. Так. Пожалуйста, еще кто хочет сказать? О чем говорит вот вырезка из газеты? Можно я дополню? Пожалуйста, Еркная. Свою поэму «Земля, поклонись человеку» посвятил первому космическому полету и космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину. Эта выдающаяся поэма родилась за одну ночь, 12 апреля, когда объявили о подвиге Юрия Алексеевича Гагарина. Стихи уже вышли в газете, и листовки их распечатывали и разбрасывали с самолетов над Алма-Атой и другими городами Казахстана. От такого события поэт, вдохновившись, превратил стихи в поэму «Земля, поклонись человеку», и уже в мае она вышла в свет. Молодец. Хотите дополнить, ребята? Дулат, ты что можешь дополнить? Слава и известность Олжасу Сулейменову принесла поэма «Земля, поклонись человеку». Да? Так, ребята, хорошо. А сейчас посмотрите следующий слайд. Здесь дана ссылка на аудио и видеозапись. Я вам высылала заранее. Вы должны были прослушать запись выступления Олжаса Сулейменова. Вы прослушали отрывок последней части поэмы? Ребята, вы прослушали? Да, вы прослушали? Так, хорошо. А если вы уже слушали, сейчас я вам предложу небольшой тест по прослушанному отрывку. Вам даны тестовые вопросы. Читаем вопрос и отвечаем на эти вопросы. Какой правильный ответ отмечаем? Я хочу ответить на первый вопрос. Так, у нас только Еркная работает. Дулат, пожалуйста, первый вопрос читаем. О каком пути говорит автор? О земном пути. О земном пути. О земном пути. Так, это отвечает у нас
Шахизада, да? Так, Да. второй вопрос. С чем Можно? сравнивает поэт нашу Автор. планету? Угу. Баужан отвечает. Ответ А. Сечин. Так, все согласны? Да. Угу. Дулат, пожалуйста, руку поднял. Какие реальные факты, связанные с поэтом Юрия Гагарина, приводятся в данном отрывке? Угу. Мальчик, рожденный в Афинах, назван Юрой. Мальчик, рожденный в Афинах, назван Юрой. Все согласны? Верный Да. ответ? Верный Да. ответ. Да. Хорошо. И четвертый Да. вопрос. Можно я? Можно. Читай. Гульшат, читай. Чему посвящена финальная часть произведения? Угу. Ответ? Часть произведения. Землю. Возвращению человека на землю. Хорошо. Верный? На землю. Верно? Да. Верно. Да. Так, молодцы, ребята, молодцы. Следующее задание – работа с текстом. Открыли учебники, страницу 104-107. Верно. Угу. Прочитайте отрывок, найдите в тексте предложения, в которых заключена главная мысль отрывка. Затем ответьте на вопрос, к чему призывает автор. Кто готов отвечать? Прочитали, ребята. Кто готов отвечать? Я готова ответить. Так, Я готова ответить. Еркнай готова ответить. Пожалуйста, Готова. Еркнай, мы тебя слушаем. Ваш вопрос был, выделите главную мысль отрывка, к чему призывает автор. Мгм. Мой ответ. Главная мысль заключена в строках. Живите, люди, живите, люди. Вы совершили свой первый подвиг, преодолели земную тягость, чтобы потомки это запомнили. Преодолейте земные тяжбы. Автор обращается к людям, к человечеству в целом. Он утверждает, что человек может преодолеть любые трудности и препятствия. Этим самым он призывает нас делать открытия, совершать многие дела, изучать неизведанное, учиться и трудиться, продолжать жить. Мгм. Хорошо. Все согласны с ответом Еркнай? Да. 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 Я с тобой согласна. Еркнай молодец. Да. Следующее задание, ребята. В данном тексте автор использует художественные приемы. Сейчас мы проверим свои знания. Посмотрите, вот здесь вам дана таблица. Вы должны соотнести название приемов с примерами из текста. Затем объяснить, для чего автор использовал художественные приемы. Пожалуйста, подумайте и отвечайте. Я хочу ответить на первую. Еркнай. Первое. И как сердце лежит земля. Это будет сравнение. Можно? Мгм. Можно Так, Дулат. Можно я? тяжелый труд. Это относится к эпитету. Мгм. Так, кто еще руку поднял? Можно я? Давай, Шахизада, отвечай. Можно я? Третий, дрогнул голос. Мгм. Олицетворение. Мгм. Так, дальше. Гульшат. Железный Четвертый. диктор. Гульшат, отвечай. Железный Железный диктор. диктор — это
Метафоры. Метафора. Вы думаете метафора, да? Ну Можно? хорошо, пусть будет метафора. Метафора. И пятое. Можно? Можно? Рован Жил на речной, а я о речной. жил на Ответ Б. речной, а я на рычной. Параллель. Параллелизм. Параллелизм, да, считаете? Так, хорошо, ребята. А сейчас мы с вами проверим наши ответы. Сравним, как вы, правильно ли вы ответили. Проверили? Да. Да. Верно? Да. 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 Все верно. Молодцы, ребята. Работаем дальше. Ребята, вот мы с вами прочитали последнюю часть произведения, а сейчас давайте сделаем вывод. Ответьте на 3 вопроса. Чему посвящена финальная часть произведения? С кем и почему автор проводит параллель? Приведите примеры сравнения и сходства. Для чего Сулейменов использовал этот прием? Можно я отвечу на первый вопрос? Пожалуйста, слушаем. Чему посвящена финальная часть произведения? Последняя часть поэмы посвящена человеку. Слово «человек» в поэме означает гордость, мощь и силу. Автор провел параллельное сравнение и сходство себя с Юрием Гагариным. Мгм. Мгм. Примеры можете привести? Ну-ка из текста приведите примеры. Какое сравнение и какую параллель он провел? Жил на речной, а я на речной. Мгм. Еще? Честен, правдив, а я разве вру? Мгм. Еще? Любит книги и оперетту, а Мгм. я то и немного другое. Мгм. Еще Он не есть? Ага. Он не курит, и я сигарету торопливо... Мгм. Гагарин стал, Ну-ка прочитай. Гульшат, прочитай. Он не Он не курит, и курит, я Я сигарету торопливо торопливо. ногою. Мгм. Так, хорошо, ребята. Вот это и есть сравнение, которое приводит нам автор. Да, ребята, автор использует параллель между 2 образами не случайно. Юрий Гагарин был первой ласточкой в космосе. Такой первой ласточкой для своего народа стал Олжас Сулейменов, который сделал открытие своим творчеством. Так, ребята, следующее задание у нас будет письменное задание. Вы должны это задание выполнить в тетрадках. Сейчас прочитайте условия и давайте разберем первое предложение. Остальные предложения вы будете выполнять самостоятельно. Так, читаем задание. Читай, Гульшат. Спешите. Спешите предложение, расставьте знаки преклонения. Объясните их постановку. Угу. Предложение читаем. Шахизада, прочитай предложение. Казахстанский поэт. Асема, читай предложение. Известный казахстанский поэт Олжас Сулейменов, потрясенный полетом Юрия Гагарина в 1961 году, написал поэму «Земля, поклонись человеку». Это предложение простое? Да. Да. Да, это простое предложение. В этом предложении есть причастный оборот?
Чем осложнено это предложение? Грамматической основой осложнено. Здесь есть одна грамматическая основа и осложнено причастным Оборотом. оборотом. Где причастный оборот? Где стоит причастный оборот? Потрясенный полетом Юрия Гагарина. Правильно, потрясенный полетом Юрия Гагарина. Это будет причастный оборот, который стоит где? После? В середине предложения. Да, в середине После. предложения, после Да, простой. определяемого. Ужаса Да, Сулейменова. есть. Ну-ка, скажите сами. Причастный оборот стоит после слова ужаса Сулейменова. Угу. После определяемого слова. Поэтому вы Ставим выделяете запятую. запятыми, правильно. Выделяете запятыми. Хорошо, ребята. Следующее предложение выполните самостоятельно. А сейчас я вам задаю творческое задание. Вначале скажите, что такое биография и автобиография. Мы с вами проходили. Можно я? Пожалуйста. Можно я? Можно я? Мгм. Асема. Можно я? Асема отвечает. Дулат, пожалуйста, читай. Что такое биография? Можно я? Пожалуйста, Можно я, говорите, девочки. Давайте. Нет, Биография. я не знаю. Описание жизни. Автобиография – описание жизни человека, составленное им самим. К каким стилям относятся эти жанры? Автобиография к какому стилю относится? Деловым. Официально деловым. Правильно, это официально. А биография? Это художественный стиль. Относится к художественному стилю. Хорошо, ребята. Теперь вам такое задание самостоятельное. Вы должны использовать сведения о жизни Сулейменова и составить от его имени биографию. Задание ясно? Да. Задание вам Да, ясно. да, ясно. Ребята, в заключении наш урок подходит к концу. В заключении я хочу сказать, что жизнь Юрия Гагарина была недолгой, но он оставил вечный след в истории человечества. На месте гибели космонавта поставлен камень-обелиск, где начертаны слова Ужаса Сулейменова «Земля, поклонись человеку». Верю, что к этому камню тропа не зарастет. И, может быть, строка Ужаса Сулейменова останется в памяти будущих поколений, как народное призвание поэта любви и скорби к первому космонавту Земли. Вспомним строки Александра Сергеевича Пушкина. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. И славен будет Ужас Сулейменов, поэт, политик, гражданин, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Земля, поклонись человеку». Ребята, вот и подошел к концу наш урок. Сейчас я хочу сказать, что вы все хорошо работали, и ваши оценки я отправлю вам попозже. А сейчас дайте обратную связь. Я хочу дать обратную связь. Слушаем. Сегодня урок был очень насыщенным и очень интересным. Сегодня мы узнали, кто такой Ужас Сулейменов и как они связаны между Юрием Гагариным. Сегодня мы еще вспомнили правила о причастных оборотах. Мгм. Хорошо. Еще кто хочет сказать? Можно? Пожалуйста. Урок сегодня было интересно. Хорошо. Дулат, ты что хочешь сказать? Так, ребята, я всех вас благодарю за участие и говорю вам до свидания. Спасибо за урок. До свидания. До До свидания. свидания.